Тома, сегодня мы находимся в замечательном месте. Помнится, ты здесь уже была, а я нет. Да, совершенно верно, это отличное место, где мы сможем с тобой спеть дуэтом. Или устроить настоящий батл. Артем, а ты уже смотрел фильм «Битва за Севастополь»? Конечно, посмотрел. Отличный фильм, советую тебе пойти на него. А также в кинотеатрах нашего города на этой неделе премьера фильма «Последние рыцари». Долгие войны воспитывали великих солдат. Их задача была простой – абсолютная верность своему господину. Если хотите поговорить с моим господином, сначала говорите со мной. Как тебя зовут? Я командир 7-го отряда, Рейден. Я сотру с лица земли само имя Барток. Этот человек – наша опухоль. И чтобы излечиться, нужно ее вырезать. Запомни, Рейден, удар по чести наносишь себе лишь ты сам. Братья, на рассвете решающий бой. Мы готовились, жертвовали собой, ждали этого часа. И теперь мы вернем людям свободу. Клайв Оуэн. Морган Фримен. Это он! Ты вернулся за мной. Сейчас ты герой, но тебя запомнят предателем и подонком. Вперед! Лишь время покажет, кем нас запомнит. Последние рыцари. Честь — это то, с чем рождаются. Ее невозможно отнять. Скоро в кино. Тома, ты уже знаешь, как проведешь эти выходные? Да, я уже знаю, как я проведу эти выходные, даже знаю, с кем я их проведу. Я проведу в компании с слишком женатым таксистом 4 апреля в Русском театре. Тома, я тебя прошу, не связывайся с слишком женатыми таксистами. А ты уже знаешь, как проведешь эти выходные? Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что 3 апреля я пойду в клуб 49. Там будет грандиозная вечеринка, где я могу отдохнуть, послушать крутую музыку. Не хочешь со мной? Нет, 3 апреля у меня другие планы. Я собираюсь пойти на концерт Виктории Кузьминовой, который пройдет в концертном зале «Металлург». А в субботу в арт-клубе Infinity будет вечер анекдотов и будет играть группа Иллинойс. Просто супер. Как раз для тебя вечер. Это точно. 7 апреля на сцене Осетинского театра выступит молодой, но очень талантливый оперный исполнитель Тимур Сланов со своей первой сольной концертной программой. А 9 апреля я предлагаю нам с тобой пойти на концерт ансамбля «Сармат». Ладно, пойду, Тома, а то ты все время говоришь, что клубы, кино. Пойду на ансамбль. Уже пора. Пора. Тома, в субботу здесь, в караоке-баре Коко Джамбо, пройдет крутое мероприятие – рок-вечер. Победитель этого мероприятия получит специальный приз. А для всех зрителей здесь, в Коко Джамбо баре, пройдет акция. Каждый желающий может записать свою песню. Подробности акции вы можете узнать на официальном сайте. Сегодня у нас в гостях юная, но очень талантливая исполнительница, участница проекта «Голос дети» на Первом канале, Камила Кусова. Камила, Привет, здравствуй. Камила. Здравствуйте. Первый вопрос такой. Скажи, ты сама захотела заниматься музыкой или это выбор твоей семьи? Сама. Сама? С какого возраста ты занимаешься музыкой? Ну, где-то с 5 лет. И вот твои любимые какие песни? Вот почему ты полюбила музыку? Ну, ту, которую я пела на слепых, Nothing Else Matters. Ты занимаешься в музыкальной школе, да? Ты занимаешься фортепиано? Я занимаюсь в музыкальной
заявку. Я занимаюсь в музыкальной школе по классу фортепиано. Что тебе больше нравится, фортепиано или пение? Пение. Поговорим, естественно, о проекте «Голос». Расскажи, что это было решение? Подать заявку, поехать? Вообще, как появилась идея? Ну, по телевизору крутили рекламу, и ну, мы как-то подумали, ну, записать песни и отправить заявку. И потом, ну, через некоторое время позвонили и сказали, что наша заявка, ну, принята, и мы приглашены на кастинг. Вот скажи, о чем ты думала, какие мысли, может быть, у тебя были, когда ты стояла перед той самой заветной дверью, перед выходом на сцену? Страшно было? Да, сильно. О чем думала? Ну, я сначала покрестилась, так вышла на сцену. Ну, я не ожидала, если честно, что повернуться, но я, ну, надеялась. Расскажи, какая Пелагея за кадром, да, за камерой? За кулисами, так Да. сказать. Ну, она такая же, как и по телевизору. Как вы работали вместе? Расскажи про этот процесс, интересно. Ну, нам дали текст песни, и, ну, мы выучили и пришли, и, ну, она говорила каждому ошибки, потом их исправляли и, ну, репетировали. С ребятами вы дружили? У вас были какие-то дружеские отношения? Вы поддерживали? Ну, до слепых с некоторыми, а потом уже, ну, когда там, ну, нас вместе собирали в одних комнатах, ну, мы тоже общались, дружили. Ну, и сейчас дружим. Сейчас поддерживаете? В интернете пишете? Да. Привет, как дела? Есть кто-нибудь сейчас, за кого ты болеешь? Ну, из команды Пелагеи, если смотреть, то за обоих. Любимые направления в музыке, любимые книги, что-нибудь расскажи о себе. Где любишь отдыхать? Давай по очереди. Ну, не все время, но большинство музыку слушаю. Камила, расскажи, а ты чувствовала ту поддержку из Северной Осетии, да, отсюда? Да. Я чувствую, что в Осетии, ну, большинство людей меня поддерживают. Тебе писали или звонили? Или... Ну, звонили маме тоже, писали в соцсетях. Главная задача для меня была, ну, хорошо спеть, а там уже, ну, если повернуться, то повернуться, нет, так нет. Ты спокойно бы отреагировала, если бы к тебе не повернулись, да? Нет, неспокойно. Видно было, как твое лицо изменилось, когда Пелагея повернулась, ты аж вдохновением таким запела. Камила, расскажи, как ты боролась с волнением перед выступлением? Ну, перед выходом на сцену нам, ну, всем давали, ну, кто там 5 сидела, ну, детей, и, ну, которые должны были выйти на сцену, и нам давали, ну, там игрушки были, пластилин, и, ну, нам говорили свой страх нарисовать. Или расслабиться, полепить там. Да. И мне это не помогало. Камила, скажи, если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком на Земле, с кем бы ты встретилась и что бы ты у него спросила? Я бы хотела встретиться с Сергеем Сергеевичем Жилиным. Опять? Он пианист на проекте «Голос дети». Хороший дядька. Да. Добрый? Just I seek when I find you.